Камбожап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 3. Дневник паломника от Гумбума до Лхасы. Часть 11. 13 июня. Караваны, идущие из Гумбума в Тибет, обыкновенно проводят в Цайдаме по меньшей мере полмесяца на одном месте для того, чтобы дать отдых животным после перехода сюда и позволить им набрать силы для предстоящего трудного пути по северо-тибетскому плоскогорью, отличающемуся скудной растительностью. Следуя этому обычаю, установленному многолетним опытом богомольцев, и наш караван должен был прожить здесь некоторое время. Оставаться в Цайдаме не было целесообразно потому, что вышеупомянутые комары и мошки не только не давали животным отдыха, но истощали еще более их силы. Вследствие этого необходимо было избрать место, где не было этих назойливых насекомых, и таким местом было только верховье реки Найджи. Закупив у местных жителей все необходимое для пути до самого Тибета, мы двинулись в путь. В первый день предстояло пройти очень большое расстояние, около 70 верст, тянущееся через площадь с твердой почвой, почти лишенной растительности. Она начинается тотчас по выходе из Хоэйте-Толе. Пообедавши на пути, мы лишь с закатом солнца пришли на реку Шугынгол и после переправы через нее остановились ночевать тут же в кустах тамариска. Бараны, коих у всего каравана было не более 40 голов, могли прийти к тому же месту только поздним вечером, когда было уже совершенно темно. Крутой, узкий спуск между двумя береговыми скалами так напугал баранов, что они, подойдя к нему, бросились назад и только после долгих усилий были спущены и переправлены через быструю шумящую речку. 14 июня. Утром оказалось, что из стада баранов недоставало 10 голов, но в то же время на высокой скалистой горе против лагеря заметили 8 голов. Снаряженные за ними люди с трудом дошли до них, но запуганные вчера бараны кинулись в сторону. После долгой возни с ними 4 удалось добыть живыми, 1 застрелить. 3 же убежали на другую сторону недоступных скал и были оставлены на произвол судьбы. Затем двинулись в путь и, пройдя около 7-8 верст, переправились через Найджингол. Остановились ночлегом здесь же у переправы на лугу, называемом Ногон-Тохе, покрытом хорошей травой при отсутствии комаров и мошек. Вьючные животные, остававшиеся вчера голодными целый день, требовали ограничиться сегодня только этим маленьким переходом. Да и некуда было спешить. Предпочтительнее было делать небольшие переходы и предоставлять большую часть дня животным на отдых. Поэтому движение отсюда вверх по реке Найджингол было медленное. 15 июня. Прошли около 15 верст. На этом пути пришлось переправиться через трудный перевал Кукутона. Дело в том, что горный нос левого берега Найджи близко подступает к руслу реки. Противоположный же берег представляет высокий отвесный обрыв. Между этими 2 подступившими берегами, по рассказам очевидцев, на большой глубине течет река. По узкому карнизу скалы, висящей над рекой, может пройти только аккуратно навьюченный мул или лошадь, но проход для верблюдов совершенно немыслим. Верблюдов поневоле приходится вести через перевал горного носа. Подъем и в особенности спуск с этого перевала на западную сторону весьма круты, так что при спуске необходимо развьючивать всех верблюдов и испытать свою работоспособность, спуская вьюки на себе по ступеням скал, иногда около аршина вышины, при значительной абсолютной высоте места. 16 июня
Мы прошли около 18 верст. 17 июня сделали около 13 верст. 18 июня прошли около 18 верст и остановились против устья реки Домданейджи. Так как на следующий день предполагали стать лагерем уже в вершине пади Домданейджи, то решили сегодня выжечь углей для дороги. Во время дождей, когда помет животных в степи мокр, угли оказывают неоценимую услугу при разведении огня. Для сего делают в земле небольшое углубление, куда кладут немного углей. Затем накладывают на них аргал, выбирая по суше, и, раздувая огонь посредством ручных мехов, приготовляют пищу. Меха эти состоят из цельной шкуры, преимущественно домашней козы, содранные без разрезов вдоль тела, вследствие чего получается как бы мешок с 3 небольшими отверстиями. 2 передние ноги и голова, из коих 2 после выделки кожи зашиваются, а в 3 на переднем конце шеи вставляется железная трубочка. Раздувание состоит в том, что, взявшись 2 руками за широкое отверстие мешка, действует так, чтобы воздух, заключенный в мешке, выходил при надавливании только через трубочку, направленную в огонь. Непривычный человек ничего не поделает на первые раза с такими мехами, потому что для успешного употребления их нужен большой навык, чтобы не выпускать воздух через верхнее широкое отверстие мешка. 19 июня перекочевали верст на 5 вверх по вышеупомянутой пади и здесь простояли до 27 числа. В долине Найджингол мы застали только 5 монгольских юрт. Несмотря на прекрасные здешние корма для домашних животных и отсутствие назойливых комаров, монголы не селятся здесь, потому что эта местность часто посещается тангутскими и галокскими разбойниками. Но заманчивое обилие диких яков и упомянутые удобства все же привлекают сюда 4-5 смелых семейств, небогатых скотом и питающихся охотой на яков, черепа коих с громадными рогами валяются в изобилии в этих местах. Открытое нападение тангутов никогда не встречает со стороны монголов серьезного сопротивления. Несмотря на это, сами тангуты стараются не прибегать к силе, а предпочитают или украсть, или отнять, лишь запугав. Такой характер тангутов и галоков объясняется отчасти влиянием ламаизма, но в большей степени врожденной трусостью их самих. Если в шайке их убить 2-3, то они обращаются в бегство, бросая часто свое имущество. Местная хроника происшествий богата нападениями разбойников, перестрелками, убиением людей с той и другой стороны, но все рассказы о них свидетельствуют о перевесе тангутов. За время здешней стоянки захворал от влияния разреженного воздуха один из моих людей, бурятский лама Даши Дандоп. Он жаловался на головную боль и учащенное дыхание. По совету спутников дали ему выпить китайской водки и выпустили кровь с внутренней стороны локтя. От такого врачевания ему стало легче, и он постепенно выздоровел, хотя делал уже свое духовное завещание. Он говорил, что уже однажды 3 года тому назад он доехал до Лабрана и на вопрошение у Джамчан Шадба, может ли он тогда достигнуть Лхасы, получил отрицательный ответ. Пришлось ему вернуться на родину, расставшись с давно лелеянной мыслью. Ныне, когда прошло указанное в запрещении время, он снова предпринял путешествие и в Лабране от того же ламы получил благоприятный ответ. Он рассказывал это в ожидании смерти, но тем не менее не выражал своего недоверия к ламе, а говорил, напротив, что его грехи заставили его превратно понять слова всеведущего ламы. 27 июня на рассвете тронулись с места стоянки и тотчас начали подниматься на перевал Найджи, абсолютная высота которого, по определению Пржевальского, достигает 14 600 футов. Такая значительная высота является вступлением на северо-тибетское плоскогорье
и началом мест с разреженным воздухом, оказывающим значительное влияние на организм непривычных людей и лошадей. Это влияние монголы зовут Гадзаре-Сур, или просто Сур, что значит «величие» или «сила земли». Имея обыкновение во всем видеть нечто сверхъестественное, монголы и Сур объясняют силой какой-то травы, выросшей по заклинанию нечистого духа. Кроме того, они верят, что Сур насылают на непочтение духи обладателей гор, рек. Поэтому и на перевал Найджи богомольцы поднимаются с заметной робостью, стараясь предугадать, как вынесут они местный Сур, и все время не перестают читать разные молитвы. На самой вершине перевала находится маленькое озеро от дождевой воды. Затем, после крутого, недлинного спуска, дорога вступает на песчано-каменистую бесплотную полосу, находящуюся между хребтами Найджи и Ангир-Такчень. По минованию этой полосы мы перешли через несколько небольших холмиков и оказались уже по другую сторону последнего хребта, снеговые горы которого остались вдали на левую руку. Пройдя за весь день около 45 верст, мы остановились ночлегом на первой попавшейся траве, хотя она была скудна, а топлива уже вовсе не было. 28 июня путь холмист. Ночевали после 40-верстного перехода на левом притоке реки Чумар, Красная река. 29 июня, пройдя около 7 верст от места ночлега, переправились через реку Чумар или Улань-Мурын, или же Хаптре-Улань-Мурын, дно этой реки с красным илом, от которого без сомнения произошло название ее. Когда мы переправлялись через нее, воды было мало, но лошади, шедшие первыми, вязли, выли и даже падали. Вода скоро уносила поднятый ил, и последние лошади переправились уже совершенно легко. Затем взяли направление в Кукушиле, причем наш предводитель ошибся и повел караван немного левее. Верст через 25 от места ночлега остановились лагерем у подошвы Кукушиле. В этот день некоторые амдосские ламы ходили на охоту и убили 3 антилоп оранга. Оранга по-монгольски, а по-тибетски – дзот. Принеся мясо в лагерь, они сварили его и угощали всех спутников. Этим они платили дань своему родному обычаю устраивать пиршество после охоты. Я спрашивала их, почему они, будучи ламами, убивают животных. На это они отвечали, что они еще на родине отказались от духовных обетов и примут их снова лишь по возвращении туда, потому что на трудном пути в Тибет, где могут быть случайные сражения с разбойниками, невозможно соблюсти монашеских правил. Вследствие этого они теперь простолюдины, и им можно убивать животных. Таково было рассуждение всех лам-охотников. 30 июня пришлось искупить вчерашнюю ошибку перевалом по довольно высокому месту через Кукушиле, тогда как немного правее перевал был бы почти незаметным. Путь 25 верст. 1 июля прошли около 20 верст. 2 июля переправились через реку Хапчик-Улань-Мурын, вода которой доходила до животов лошадей. Дно ее с красным илом, но не особенно вязко. Затем поднялись по паде перевала Дунбуре и остановились здесь после 30-верстного приблизительно перехода. Конец 11 части. Продолжение следует.